сотрудничество, через искусство, через культуру, через литературу, через поэзию, через музыку, конечно, люди могут понимать друг друга лучше, а это значит преодолевать разногласия, находить общности, делать выбор в пользу мира и таким образом минимизировать агрессию, минимизировать потенциал конфликтов и войн. Поэтому это праздник колоссального количества людей. Многие из них даже не представляют себе, что занимаются народной дипломатией, но на самом деле они к ней более чем причастны. Посмотрите, какое количество происходит межграничных, трансграничных культурных обменов, выставок. И не только на государственном уровне. Смотрите, какое количество людей через интерес к другим странам, через изучение культуры других стран, через поиск единомышленников, сегодня это в том числе и интернет-пространство, создают вот ту самую ткань общения, которая является страховочной сеткой от очередного расчеловечивания. Люди рассказывают о том, что переживают, в общем-то, одинаково, что их волнует, в принципе, одно и то же, что они противостоят одним и тем же вызовам и умеют радоваться так же, и умеют сопереживать, и вызывают у них чувство радости, любви, счастья, умиления, уважения тоже.